Частный сектор в Сибае преобладает по сравнению с многоэтажной застройкой. Свидетельство тому 11 поселков-спутников, в каждом из которых 30 и более улиц, а значит, счет на дома идет на сотни, а количество проживающих на тысячи. Поэтому благоустройству частного сектора должно уделяться особое внимание, прежде всего со стороны самих владельцев домов. Проконтролировать, как справляются со своими обязанностями жители поселков, вышли инспекторы по благоустройству Управления жилищно-коммунального хозяйства. В первую очередь делается уклон на покос травы, уборка мусора бытового, который валяется возле заборов. Можно подровнять забор, покрасить. Надо нам навести порядок совместными усилиями. Не только надеяться на то, что какие-то коммунальные службы приведут в порядок весь город. Но существуют правила благоустройства, и надо подчиняться этим правилам, потому что не только просить, но и, соответственно, самим предъявлять какие-то определенные усилия к тому, чтобы наш город стал чище, краше и аккуратнее. Рейдовые мероприятия с председателями поселков и инспекторами УЖКХ будут проходить ежедневно и коснуться всех микрорайонов города без исключения. Нерадивым хозяевам уже начали выписывать предписания. Если же они их проигнорируют, штраф от административной комиссии неизбежен. Я просто хочу, чтобы люди посмотрели, жители посмотрели и отнеслись к пониманию, что это юбилей города. Встречаем гостей. Подновили, подкрасили заборы где-то, последили. Дожди в этом году нас радуют, конечно, и поэтому и трава растет, как на глазах. Не нужно ждать, чтобы кто-то пришел и говорил. Вы хозяин, каждый хозяин своего дома. Не вправе учить взрослое население, не дети, все знают. Поэтому всех с наступающим праздником, и давайте будем благоустраивать свой двор. Радует, что после обхода улиц некоторые тут же взялись за наведение порядка на придомовой территории. Жаль, что это получилось не по велению души, а по нареканию курирующих органов. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуль, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.